Здравствуйте! В эфире программа «7 дней плюс», и гость нашей программы сегодня доктор исторических наук, директор Института истории имени Шагабуддина Марджани Салихов Радик Римович. Радик Римович, исәнмесез, здравствуйте. Исәнмесез, здравствуйте. Ну, начнем давайте с самой такой важной даты. В этом году исполнилось ровно 100 лет со дня образования ТА СССР. И если вернуться назад, к началу 20 века, ведь ситуация была очень схожа. Татары жили с такими же чаяниями и надеждами. Они также боялись раствориться среди других национальностей. Они боролись за свою идентичность, не так ли? Как это выражалось? Вы правильно сказали, что 1920 год стал одной из ярчайших вех в истории татарского народа на протяжении всей тысячелетней его истории. Почему? Потому что в новое и новейшее время татарский народ уже развивался в рамках российского государства. И эта история была по-своему выдающейся, она была насыщена значительными событиями. И можно сказать, что уже с конца XVIII века начались процессы формирования татарской буржуазной нации. То есть нации, объединенной общей территорией, объединенной общим рынком, объединенной одним языком, одной культурой и, можно сказать, одним менталитетом. Этот процесс, он растянулся почти на 1,5 столетия, и мы уже в конце 19-го, начале 20 века видим, что татары приобрели собственную систему образования, стандартизированную систему образования, это новометодные мектебе и медресе. Они приобрели собственные средства массовой информации после 1905 года, общенациональные газеты и журналы, причем они были как общего характера, так и узкоспециализированные, посвященные педагогике, культуре и просто ежедневные газеты. Они в этот момент уже имели собственную сформировавшуюся профессиональную культуру, то есть профессиональных литераторов, писателей, поэтов. Делал очень серьезные шаги татарский театр. И вот эта вот общенациональная культура, которая соответствовала всем реалиям нового 20-го столетия, она уже характеризовала татарский народ как складывающуюся, уже фактически сложившуюся нацию. Тем более, что она уже имела политическое выражение, так как татары имели собственную политическую партию, это Иттифак аль-Муслимин или Союз мусульман. Они имели ряд других партийных организаций, связанных, например, с эсерами. И даже в Государственной Думе они сумели сформировать свою собственную политическую фракцию. Но никогда не стояло речи в тот период, в начале 20 века, о каком-то территориальном разделении, выделении татар из состава России. Напротив, речь шла о национально-культурной автономии, то есть в рамках большого государства определенный учет нужд и интересов культурных, духовных, мусульманского и татарского населения. И этот курс продолжался вплоть до Первой мировой войны, и даже, можно сказать, вплоть до 1917 года. В 1917 году уже начались совершенно иные процессы, и свержение монархии Романовых, и первая буржуазная революция в России, она открыла путь к нациям на самоопределение. Именно в 1917 году раздаются голоса о предоставлении территориальной автономии уже не только татарам, но и закавказским народам. И в Башкортостане уже стали слышаться эти голоса. То есть народы уже заговорили о собственном праве, о собственном доме, о каких-то определенных границах. Хотя две эти точки зрения, они долго соперничали друг с другом, были жесткие полемики. В основном территориальные принципы придерживались молодые общественные деятели из числа тюркских народов, из числа мусульман. Представители, ну, если так сказать, старорежимной интеллигенции, предпринимательство, духовенство, они, конечно же, в основном ориентировались на ту старую национально-культурную автономию. Объясните вам различие нам, что такое территориальная автономия, что такое культурная автономия, чем они отличаются друг от друга? Вот именно в этих понятиях, если попросту объяснять, те, кто формировал предложение по национально-культурной автономии, они не требовали выделения какой-то территории. Они исходили из того, что
все тюркские народы России в принципе составляют одну тюркскую нацию. Потому что в начале 20 века даже были попытки создать, сконструировать язык тюрки, общетюркский. Например, газета Исмаила Гаспринского «Терджиман», ее понимали везде, ее понимали в Азербайджане, ее понимали в Казани, ее понимали в Турции, ее понимали во всех уголках тюркского мира. Но это был язык, в котором было очень много османизмов, арабских слов. Это был, можно сказать, язык высокого литературного стиля. В то время как уже в тот период возникают такие тенденции, как создание литератур на местных наречиях тюркских народов. Ну, ярчайший представитель у нас это Габдулла Тукай, который своей поэзией он создал именно татарский литературный язык, характерный именно для нашей местности. Вот люди, которые думали об общетюркском единстве, они, конечно, отстаивали национально-культурную автономию, то есть, чтобы не разбегались по национальным квартирам, были единой силой в рамках большого, сильного российского государства с учетом своих духовных и религиозных требований. Те, кто отстаивал территориальную автономию, они, конечно же, учитывали реалии, произошедшие за последние 200 лет, когда у людей, проживавших на той или иной территории, выросло национальное самосознание. Это особенно касается вот татарского мира, который довольно сильно отличался среди всего тюркского мира тем, что он имел сложившуюся буржуазию, он имел свою интеллигенцию, то, что я вот сейчас только что говорил, и именно отсюда тоже зазвучали во весь голос призывы создать территориальную автономию. Но она была не та, которую вот мы сейчас знаем, Татарстан, она была значительно шире. Вот примерно такое различие. То есть она включала в себя не только 2 миллиона татар, проживающих сегодня в современном Татарстане, а еще остальные, сколько там их, 5-6 миллионов, никто ведь даже толком и не знает. Ну, там вообще в тот период говорили о 15, о 20 миллионах. Но, да, территориальная автономия подразумевалась от создания Дель-Урал-штата, объединявшись территорию современного Татарстана, территорию современного Башкортостана и Оренбуржья, с выходом в казахскую степь. И, в принципе, такая территория, она была провозглашена Идель-Уралштатом, этим буржуазным правительством, Милләт Меджлисе, в 1917 году на мусульманских съездах. Но большевики, конечно же, не дали осуществиться вот такой широкой территориальной автономии татарского народа, башкирского народа, других народов. Они попытались перехватить инициативу. В 1919 году возникла идея создания Татаро-Башкирской республики, которая бы объединяла территорию современного Татарстана, весь западный Башкортостан вместе с городом Уфой в одно государственное образование. Но в итоге они отказались и от этого проекта, потому что там были разные стимулы, но самый главный стимул большевиков состоял в том, что они считали, исходя из своей доктрины, что каждый народ или нация она имеет право на самоопределение. То есть они считали даже башкирский народ, он, например, небольшой по сравнению с татарским, но тем не менее он имеет право на создание собственного государственного образования. Что и было сделано за год до нас, Что было и сделано в период гражданской войны, когда после разгрома Колчака, там был целый комплекс таких очень грамотных и дипломатических шагов со стороны советского правительства, когда фактически все башкирские вооруженные формирования, значит, поверив в то, что им будет дана широкая государственность, перешли на сторону красных, и это во многом предопределило разгром войск Колчака. И Ленин сдержал свое слово. Он предоставил в 1919 году им автономию. Что интересно, лидеры татарской автономии, которые, в общем-то, происходили из территории Башкортостана. Это и Мирсаид Султан Галеев, и Сахиб-Гарай Саид Галеев, они же все уроженцы современного Башкортостана. Но, тем не менее, они видели столицей татарского мира именно Казань, и они настаивали на то, чтобы территория западного Башкортостана вошла в состав новой республики. Но тут они встретили противодействие Ленина. Это была встреча в марте 1920 года. Он заявил и Саид Галееву, Бурхану Мансуру, и Султан Галееву, что, в принципе, башкиры тоже имеют право на свое государственное образование, и что
их вряд ли устроит жизнь вместе с татарами, потому что есть уже определенные противоречия. Он об этих противоречиях говорил, и намекая на своеобразный татарский шовинизм. Это остались воспоминания Саидгалеева, это опубликовано именно вот с этой встречи. И мы можем сказать, что одним из таких основных противников создания вот этой татаро-башкирской унии территориальной был именно Ленин. Ну и, конечно же, весь этот блок советского правительства, который занимался национальным вопросом вместе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным в тот период. К чему это привело сейчас? В современном мире мы сейчас же видим, да, вот эти еще последствия вот такого разделения. Ну, вы знаете, Саидгалеев и Султан Галеев все-таки пытались отстаивать свою точку зрения, несмотря на то, что авторитет Ленина был чрезвычайно высоким. Но в результате им удалось включить в Татарстан лишь Мензелинский уезд бывшей Уфимской губернии, где царствовал татарский язык и культура. Хотя и в Белебеевском уезде то же самое было, и в Бирском уезде. Ну вот пока только такой. Он очень большой, этот Мензелинский уезд. Он сейчас включает значительное количество районов административных республики Татарстан-Закамских. Вот. И они, добившись этого, все-таки уже оценивали это как определенный успех. Однако, как это сказывалось впоследствии, значит, ну, конечно, что и в Башкортостане строилась своя советская государственность, и в Татарстане. В Татарстане было проще, потому что титульная нация, она была многочисленной, все равно больше половины населения было татар. И уже, как я уже говорил, сформировались и управленческие кадры из числа татар, и интеллигенция, то есть республика сделала мощный рывок. В Башкортостане все строилось с нуля фактически. Потому что там формировалась интеллигенция именно в советский период, такая массовая, и управленческие кадры. Ну, у них и письменность, по-моему, да? Они же заимствовали у татар? Ну, конечно. Когда появилась своя письменность? Ну, там письменность была общая для всех народов, она арабографичная письменность, она много веков была. Но если мы говорим о башкирском литературном языке, то он возник в 20-е годы 20-го столетия. И он формировался, сконструирован был на основе нескольких наречий. И мы знаем, что одним из создателей башкирского литературного языка был выдающийся поэт Маджид Гафури, который в начале 20 века прославился сборником стихов «Миллят Нахадате», в котором почти в каждом стихотворении которого он говорил о том, что он сын великих татар, что у татар великие цели, что это народ с огромной историей. Вот именно этот человек, он и написал первое произведение на литературном башкирском языке, пьесу «Кызыл Йылдыз». Впоследствии уже стала формироваться классическая советская башкирская литература. В нашей братской республике стали развиваться разные формы искусства. Например, в становлении башкирского музыкального искусства и в создании Союза композиторов Республики Башкортостан огромную роль сыграл первый татарский композитор Султан Габаши, который очень крепко дружил с народным певцом Башкортостана Газизом Альмухаметовым. И он приехал в Башкортостан по его приглашению и помогал в сборе песенного фольклора, музыкального фольклора. Он считался одним из первых педагогов самых знаменитых башкирских композиторов. И пытался писать и балет башкирский, и оперы. Но, к сожалению, жизнь его была короткой, но тем не менее его вклад был огромен в это большое дело. Можно перечислять много направлений и в художественной культуре, в духовной жизни, ну и, конечно же, и в экономической, производственной, промышленной, где два братских народа взаимодействовали, очень плодотворно работали. Но вот формирование двух республик, оно, конечно, привело к определенным трениям, связанным в первую очередь с вопросами переписи населения, которые начались еще в советское время. И когда для увеличения численности, например, башкирского населения стали массово переписываться в башкирскую национальность целыми деревнями, татарские деревни в Западном Башкортостане. Это факт, который все признают, и все это знают. Это началось, наверное, с 60-х годов 20 века.
и продолжалось с переменным успехом. Скажите, а вот как же вот население, которое осталось в этих деревнях, которые теперь уже на территории Башкортостана, как им удалось сохранить литературный татарский язык, сохранить все обычаи, культуру, вот несмотря ни на что? Потому что там остались традиции, они знают свою историю. Они знают свою историю и больше, чем 7 колен. Даже многие знают, откуда пришли их предки в эти земли и когда пришли. Они бережно хранят свои песни, у них есть литература, у них тесные связи и с Казанью, и с Татарстаном. Но в то же время ведь нельзя сказать, что в Башкортостане вот прямо они лишены всего. Там тоже есть возможности для развития татарской культуры. И тот человек, которому важно сохранить свое национальное самосознание, свое национальное достоинство, он ведь в любых условиях это сумеет. Тем более в Республике Башкортостан, там великолепные библиотеки, там работает татарский театр. Там есть условия для сохранения своей самобытности. Другое дело, что должно быть желание, конечно. И там сильное краеведческое движение татарское. То есть очень много краеведов, которые пишут истории своих деревень. Они полемизируют с теми публицистами, которые пытаются назвать их деревни, например, башкирскими. И это действительно сохранение собственной самобытности исходит именно от них самих. Тут уже не в силах кто-то давлеть ни государство, ни общество. Это личное дело каждого человека. Радик Римович, вы сейчас привели столько интересных именно исторических моментов, да? Если коснуться истории, как науки, да? Скажите все-таки, насколько история могла бы стать поводом для гордости для представителя той или иной нации, да? Насколько история может формировать вот это национальное единство, вот этот национальный дух? Как вы считаете? Ну, история – это вообще основа, это основа мировоззрения человека, потому что история – это наше происхождение. Все мы любим своих родителей, бабушек, дедушек. Мы их любим, это наш род, это наша кровь. Но ведь это наша малая родина, это наша большая родина. Это целые слои идентичности, как в науке принято говорить. От личной идентичности, от семейной, территориальной, региональной до большой, в нашей большой стране, в России. И мы, татары, имеющие почти 2000 лет, 1500 лет зафиксированной письменной истории, мы вправе гордиться этой огромной историей, потому что она дает нам замечательные примеры того, что на протяжении всего этого времени наши предки создавали крупные государства, империи, которые контролировали фактически весь евразийский континент. Уже войдя в состав русского государства, как говорил Лев Николаевич Гумилев, возникло уникальное тюрко-славянское единство, которое также оказывало огромное влияние на мировые процессы. Любое событие из средних веков, из нового времени, из последних десятилетий, значимое историческое событие, оно в том или ином смысле несет позитивное значение для татар. Нет в нашей истории страниц, которых мы должны стыдиться. Потому что, будь то это история Казанского ханства, или будь то история Великой Отечественной войны, везде наши предки, они показывали и примеры героизма, патриотизма. И самое главное, они умели извлекать уроки из самых тяжелых ситуаций, из трагедий. И они сохраняли добрососедские, дружеские отношения со всеми народами. Мы живем в окружении финно-угорских народов, мы в братских отношениях с русским народом, мы в прекрасных отношениях со всем тюркским миром, в том числе и с нашим любимым башкирским народом. Поэтому я считаю, что любая страница истории, которая перевернута нами, мы забываем, что там было негативного, но мы должны видеть в ней только положительное. Вот то, что сейчас говорят, позитивная история. Позитивная история – это залог того, что мы вперед уйдем уже без ошибок прошлого. А пробелы есть у нас еще? Какие все-таки страницы не изучены? Пробелов очень много. Пробелов очень много в любых периодах. То есть работать надо продолжать. Необходим поиск документальной базы источниковой, потому что основа объективной исторической науки заключается именно в комплексе источников. Мы должны, во-первых, найти документ,
Мы должны опираться на документы, а не на то, что кто-то там придумал или сказал. Должен быть комплекс документов, которые должны пересекаться, дополнять, подтверждать друг друга. Только тогда мы вот с помощью таких научных методик можем выйти на объективную картину мира. А вот эти документы о многовековой государственности татар, они ведь даже не у нас здесь, да? Их даже, говорят, можно найти где-то в Китае, да? То есть есть же такие версии. Так как наши предки построили мировую державу, а Золотая Орда — это мировая держава, а документы о ее истории хранятся в архивохранилищах, библиотеках всего мира. Наш институт в последние годы при поддержке государственных программ осуществляет выявление таких источников. Мы уже ряд интереснейших документов нашли и в архивах Турции, и в архивах Польши. В Польше мы 3000 документов почти уже выявили. Они есть и в Японии, есть и в Ватикане, есть и в Генуе. То есть это огромная сокровищница, но нам надо еще в своих архивах искать. Тут отдельная программа должна быть, потому что в Москве есть Российский государственный архив древних актов, там тоже очень нужные документы, очень редкие и ценные, которые характеризуют и ханский, могут характеризовать и ханский период нашей истории, например, Казанского ханства, ярлыки и прочее, уже находили, были прецеденты. То есть работы много. Мы должны изучать и опыт сегодняшних дней. Вот как Татарстан, один из лидеров экономического развития, социального развития Российской Федерации, этот опыт же тоже надо с исторической точки зрения оценивать. Потому что он пригодится и в дальнейшем. Тут тоже руку на пульсе надо держать. И модель Татарстана, которую Митяр Шарипович Шаймиев создавал, формировал и реализовывал, это же уникальная модель государственного устройства в рамках Российской Федерации, которая, в общем-то, работала на единение всех народов и на экономическое благополучие населения в те вот непростые 90-е годы. Были очень тяжелые годы, но именно вот этот уникальный пример, он же помог сплотить людей, сохранить республику и создать основу для рывка, который мы сейчас видим, экономического рывка. Это все, конечно же, уже предмет гордости, так как это история. Уже вот вчерашние события — это уже предмет гордости. И это предмет для анализа, для того, как идти вперед. Что мы дальше должны сделать. История здесь может помочь. Конечно же, не дать ответа на все вопросы, но может что-то сделать полезное. Недавно только была принята стратегия развития татарского народа. Ну, как вы считаете, на что сегодня необходимо нацелиться? Как вы оцениваете эту стратегию? И вот это действительно ли вот эта работа на будущее, как говорится? Кстати, принятая стратегия — это действительно очень емкий и очень нужный документ. Там на самом деле очень в сжатом виде сконцентрированы идеи, цели и задачи, которые стоят перед нашим народом. Была критика, что это короткий документ, небольшой, но на самом деле стратегии во всем мире очень небольшие. Они обозначают общие цели и общие проблемы, вызовы. Мне понравилось, как там сформулированы вызовы для татарского народа. Но в первую очередь этот вызов, который характерен для всех народов мира, это глобализация, которая угрожает потере национальной идентичности и вообще нивелированию всех особенностей. Есть вызов дисперсное расселение, то есть различные группы татар территориальные. Сибирские, астраханские, казанские, мещерские татары, и очень много перечислять. И вот этой стратегией зафиксировано, что несмотря на это богатство, которое как бы территориальные различия дают, исторические, может быть, какие-то, самая главная ценность, что мы единый народ. И в основе нашей истории, в основе вот нашего единства лежит большая и общая наша история, татарская история именно. Потому что все эти вот мелкие различия территориальные, групповые, они ничего по сравнению с той вот огромной историей, которая за нашими плечами. И самое главное, что указан, вот вызов, который в этой стратегии указан, это вызов личный. То есть стратегия обращается не к группе людей, не в целом к республике, к каким-то абстрактным массам, она обращается к человеку. Что ты сам сделал, как ты сам себя чувствуешь. Вот ты по рождению татарин, а задумывался ли ты о своих корнях, а почему ты, татарин, не пытаешься учить татарский язык, если ты его не знаешь? Почему у тебя там дети, предположим, не получают такого воспитания? Это же очень просто, тут не нужен бюджет, тут не нужны программы, тут не нужны выступления больших государственных мужей. Ты просто можешь начать с себя. Вот это самый главный посыл.
Потому что действительно, если каждый из нас хотя бы задумается о своем происхождении и задумается о дани уважения к своим предкам, которые были верующими людьми, мусульманами, например, или у крещенных татар православными, да, то есть верующими людьми. Если они говорили на татарском языке, это для них был язык отца и матери, это язык предков, почему ты не можешь вернуться, уважить своих предков, жить с ними на одной волне? Вот такие простые пункты в этой стратегии. И они говорят, вот у нас есть история, в стратегии сказано, у нас есть история, язык, у нас есть у татар стремление к образованию, у нас есть у татар стремление к вере, мы должны быть имамлы, нравственными, духовными людьми. У нас есть мом, то есть мы гармоничные личности, мы любим прекрасное, то есть мы к созиданию настроены, а не к разрушению. И мы свободные люди. Вот это тоже очень важно. Мы мобильные, свободные люди, потому что именно вот этот наш дух, он позволял татарам и позволил существовать от территории на Дальнем Востоке до Калининграда и сохранять свою самобытность и оказывать влияние на экономическую жизнь страны, на культурную жизнь страны. Мы не растворились. Мы существуем в таком положении уже много столетий, но мы продолжаем жить. Вот стратегия об этом. Она очень простая, на самом деле. Так просто о сложном, да? Да. Радик Римович, спасибо вам за ваш оптимизм, за вашу веру. Спасибо большое за интервью. Сегодня гостем нашей программы «7 дней плюс» был доктор исторических наук, директор Института истории имени Шагабуддина Марджани Салихов Радик Римович. Рахмет Саубулгас. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.